Свеклоприемный пункт в селе Беловодское Московского района работает до позднего вечера. Ежедневно здесь вереницей выстраиваются грузовики, заполненные сладким корнеплодом. Сюда везут свой урожай фермеры 2 районов. В день через свеклоприемный пункт проходит до 160 машин. Водители дисциплинированные, все в очереди стоят. Из-за большого объема мы просто иногда не можем принять последнюю машину. Вот. А так в день я, допустим, принимаю 3,5-3 тысячи. Самое мало 3 тысячи я принимаю. Свеклоприемный пункт уже собрал 96 тысяч тонн сахарной свеклы. Из них 42 тысячи тонн были отправлены на сахарный завод Каиндыкант. Сами свекловоды говорят, что в этом году урожай хороший. Единственное, что усложняет уборку – дождливая погода. Площадь была около 90 гектаров. Средний урожай вышел где-то около 60-65 тонн с гектара. По урожайности и по логистике это для меня это нормально. Ну, были нюансы с отвозкой, немного там с задержкой каким-то, с погодными условиями, а так все отлично. Тем временем работа кипит и на заводе Каиндыкант. Сюда поступает свекла, собранная с полей не только Чуйской, но и Таласской области. Начиная с сентября предприятие уже переработало более 160 тысяч тонн свеклы и выпустило более 20 тысяч тонн сахарного песка. Всего завод планирует переработать 500 тысяч тонн корнеплодов и произвести более 70 тысяч тонн продукта. Мы организовали пункты приема по Чуйской области в городе Токмок, в селах Беловодская и Ивановка, а также на станции Маймак в Таласской области. Там полностью налажен процесс работы. Свекла в вагонах поступает к нам на завод. У фермеров есть небольшие проблемы, связанные с погодными условиями. Комбайнам тяжело работать на полях, но мы выполняем все свои обязанности и будем до последнего принимать урожай. По прогнозам, общий сбор урожая составит 900 тысяч тонн. В этом году выращиванием сахарной свеклы занимались более 3000 дихкан. Всего в Чуйской, Иссыкульской и Таласской областях корнеплодом было засеяно 13,5 тысяч гектаров. Планируется, что уборочная кампания завершится к концу ноября. В этом году наши фермеры использовали инновационные технологии при выращивании свеклы. На сегодняшний день убрано 9,5 тысяч гектаров. Это 70% от общей площади посева свеклы. Урожай примерно составляет 600 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом это в разы больше. По итогу Кыргызстан будет обеспечен сахаром на 100%. Отметим, что переработкой сахарной свеклы занимаются заводы Каиндыкант и Кошой. На сегодня оба предприятия приняли уже 284 тысячи тонн сырья и произвели почти 38 тысяч тонн сахара. По информации Минсельхоза, общий объем готовой продукции в этом сезоне составит примерно 120 тысяч тонн. Это покроет потребность внутреннего рынка в данном продукте. Мадина Низамова, Мирлан Джаныбеков, ЛТР, Чуйская область.